Старшего сына Хава Исаева не видела целый год, поэтому с трудом сдерживает эмоции. Считала дни до дембеля и с нетерпением ждала этой долгожданной встречи. В армию Лима Магомадов ушел осенью прошлого года, юношей, а вернулся настоящим мужчиной с офицерскими погонами. Не без гордости рассказывает дядя младшего сержанта российской армии. Благодаря Рамзану Ахмадовичу, первый призывер ДРС Рамзан Ахмадович, традиция продолжает дальше, спортивно видеть Бог якам Бог. В армию Лима Магомадов пошел добровольно, как только начался призыв, которого в Чечне в силу разных причин не было последние 20 лет. Службу проходил в Майкопе в 33-й мотострелковой горной бригаде. Было нелегко, особенно в начале, рассказывает младший сержант, но о сделанном шаге не жалеет. Этот год растягивается для того, кто ничего не делает. Для нас он и прошел быстро, но если посмотреть назад, есть многое что вспомнить. Это, во-первых, очень хорошая школа для мужчин. Развивается у тебя характер, мышление. В армии можно научиться всему. Хотел бы поблагодарить представителя от Рамзана Кадырова, Хамзатханова Тагира. Вместе с Лемой из Майкопа на неделю вернулись еще 19 его сослуживцев. Из армии многие приехали с офицерскими погонами и медалями на груди. Уважаемый Рамзан Ахматович! Военный комиссар Чеченской Республики зачитывает одно из многочисленных благодарственных писем главе региона от командиров воинских частей, где проходили службу новобранцы из Чечни. Прошлогодний призыв был своего рода экзамен, от которого зависело, будут ли дальше служить в рядах российской армии срочники из Чеченской Республики. Из вас 90% массально благодарственных еждена, 98% дикчак дойла, я с гордостью говорю, мы это сделали, дали кто больше. Служба в армии, как и много лет назад, считается делом настоящих мужчин. Это школа, закончить которую обязан был каждый уважающий себя молодой человек. Перед теми, кто уже отдал долг родине, теперь стоит выбор, как быть дальше. Север батальоне, луку ханкала, тоинти определиться, дин дато, отдахкар, джимма собардин, лири. Осенняя призывная кампания в самом разгаре. Из огромного количества кандидатов в армию военкоматы отбирают самых лучших. Предпочтение отдается образованным, физически развитым и тем, у кого имеется водительское удостоверение. Мы уже более 200 человек уже отправили в войска, а остаток уже еще 300 человек. Команда у нас сформированная, ребята уже подготовлены к отправке. Потихоньку, согласно графика, проводим медицинский осмотр, переодеваем и готовим к отправке этих ребят. Чтобы попасть в ряды российской армии, Хажим Даудов переехал из Карачаева-Черкесии вместе с братом, где жил и работал последние годы. С юных лет мечтает построить карьеру военного. Сложно, Срочники из Чеченской Республики служат практически во всех родах войск, но только в пределах Южного военного округа. Призывники отправляются в части еженедельно, небольшими группами. Волноваться домой все равно, но я с надеждой улучшу, что все будет нормально, что все будет хорошо. Бережет, да, какое-то будущее, надежда. Служить в армии, как и в прошлом году, выразили желание тысячи молодых людей из Чеченской Республики. Но марш прощания славянки в осеннем призыве 2015 прозвучит только для 500 чеченских парней. Магомед Салтумрадов, Руслан Яхьяев и Ислам Цамаев. Новости 7.